Правілы першай дапамогі ад супрацоўнікаў МНС удзельнікі маладзёжных атрадаў аховы правапарадку слухаюць уважліва. У рэальнай жыццёвай сітуацыі адлік вядзецца на секунды, а на кону чалавечае жыццё. Вы делаете в блоке. Раз, еще. Вы нажимаете на блок. Так, не сразу сильно проверьте сначала, а потом уже усиливайте свои движения. 5, 6, Сумесная акция МНС и БРСМ «Летний патруль» проходит не первый год. Ее девиз «Доведуся сам, навучи іншого». Будут проводиться беседы, разъяснения с гражданами, будут рассказывать, какие действия совершать нельзя. Также мы планируем запустить и водный патруль совместно с МЧС и СВОТ, чтобы ребята могли тоже посмотреть, как, скажем, нашу акваторию Брестскую. Также будут, это сопряжено с основами безопасности жизнедеятельности. Пляцоўкай для практычнай адпрацоўкі атрыманых ведаў стаў вяслярны канал областного центра. Спецыялісты вадалазнай службы показали добраахвотным помощникам, як правильно выкарыстоўваць выратавальныя сродкі. Задача как Министерства по чрезвычайным ситуациям, так и Общества спасения на водах – это максимально обеспечить обучение людей правилам безопасного поведения у водоемов. С этой целью мы активно привлекаем и молодежь. Уже не первый год мы этот опыт отрабатываем, когда обучаем активно членов молодежных отрядов охраны правопорядка. Потом рейд по пляже. Вы все находитесь здесь с детьми, поэтому надо строго-настрого за ними следить. Почему? Потому что бывают моменты, когда детки заходят в воду, они не чувствуют опасности и происходит беда. Михаил Богунь, першакурснік універсітэта імя Пушкіна. Вопыт патрулявання брэсцкіх вуліц разом з супрацоўнікамі міліцыі у яго ёсць. А вось у пляжны рейд отправился упершыню. В наше время, когда высокие технологии, столько информации, не всегда знают о чем-то, то есть далекие от правил безопасности. И я думаю, что нужно напоминать людям чаще об этом, о безопасности, о том, что нужно смотреть за детьми. С пачатку года на водоемах Брестской области потонули 19 человек. У большасці выпадкаў перед посылками трагедии стали уживание алкоголю и купание у забороненных местах. У нас 6 человек спасенных, которые непосредственно были спасены в зонах охраны действия наших спасателей. Это спасательные станции, посты города Бреста. Это потенциальные могли быть жертвы. Сдвиг есть даже в том, что уже гибель несовершеннолетних сводится к совершенно другой цифре, в лучшую сторону, чем было, допустим, лет 5 назад. Естественно, что касается спиртных напитков, тоже люди начинают понимать, что есть ответственность административная за распитие спиртных напитков в общественном месте, что это могут их привлечь к ответственности. Між тым, не толькі водныя зоны адпачынку будуць у фокусе ўвагі маладзёжных атрадаў аховы правапарадку. Таксама мапаўцы зоймуцца патруляваннем лясоў і тарфяннікаў. Евгения Мороз, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».